Вот вы проснулись, включили телевизор или запустили приложение НВК онлайн, чтобы начать день вместе с «Утро Якутии». Через час наш эфир закончится, но что же делать потом? Ответ прост. Настройте свои радиоприемники на волну 107,1 FM радио Т-Тим, ведь и повод для этого есть, да и коллеги будут рады. Сегодня отмечается День радио. Были когда-то времена, когда радио было очень популярным, тогда люди имели только два источника информации – радио и газеты. Несмотря на появление телевидения и интернета, радиостанции по-прежнему очень много. Но радио — это не только про радиостанции. Без радио не могут обойтись, например, полицейские или летчики, ведь для них это главный источник связи. За более чем столетнюю историю радио накопило немало интересных фактов. Например, общеизвестный изобретателем радио является Александр Попов. В 1896 году он отправил первую на свете радиограмму с двумя словами «Генрих Герц». Трансляция кинофильмов для телевидения – дело обыденное, а вот в 1938 году по американскому радио транслировали спектакль по книге фантаста Герберта Уэллса. И многие люди подумали, что передают новости о вторжении инопланетян на Землю. Американцы в страхе выскочили из своих квартир, и началась вообще паника. Если бы не радио, то не было бы знаменитого символа Парижа – Эйфелевой башни. Она была сооружена для всемирной выставки, но потом власти задумались о сносе строения. Но башню спасла идея о том, что верх будущего символа французской столицы можно эффективно использовать для приема радиосигнала. Советские люди очень любили радио. Почти в каждом доме или квартире была радиоточка. Люди слушали радиостанцию с новостями, музыкой и радиопьесами. Многие любили собирать и разбирать радиоприемники, а при школах и центрах дополнительного образования было множество радиокружков. Ну а самым известным радиодиктором Советского Союза считается Юрий Левитан. Его голос по радио сообщал советским гражданам о ситуации на фронтах Великой Отечественной войны. От него люди узнали о Великой Победе 1945 года. Голос Левитана – это национальное достояние нашей страны. Он был собран в единый реестр в 1950 году. Так что, если вы так или иначе связаны с радио, то мы вас, конечно же, поздравляем. Это «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. В ближайший час будем встречать наступивший день и узнаем много интересного. Ну а прямо сейчас узнаем, какими еще датами знаменателен сегодняшний день. На календаре 7 мая. Сегодня день создания Вооруженных сил России, Всемирный день борьбы с астмой и День радио. По народному календарю Евсей овсы отсей. В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маята. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой. К этому дню нужно было закончить посев овса, отсюда и прозвище Евсея. Этот день в истории. В 1715 году в этот день в России издан первый артикул воинский. В 1755 году состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В 1780 году 7 мая Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. В 1934 году в РСФСР образована Еврейская автономная область. А в 1985 году Совет министров Советского Союза принял постановление о мерах по преодолению пьянства, алкоголизма и искоренению самогоноварения. В этот день родились Роберт Браунинг, английский поэт, драматург; Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист, дирижер; Петр Чайковский, русский композитор, дирижер, педагог; Иван Попов, основоположник якутского профессионального изобразительного искусства; Николай Заболоцкий, советский поэт, переводчик; Игорь Безродный, советский скрипач, дирижер, педагог, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Алексей, Валентина, Елизавета, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай и Сергей. Вот близится время узнать о последних новостях, о которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Но перед этим давайте узнаем, что же там за окном происходит. По состоянию на 6 часов утра сегодня в центральных районах республики температура воздуха от 0 до плюс 10 градусов. В заречной группе от 5 до 9 градусов тепла, в южных от плюс 3 до плюс 10. В Вилюйской группе от 7 до 14 со знаком плюс, в Нижнеленских от плюс 4 до плюс 7, в западных от плюс 7 до плюс 13, в Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 2 до плюс 7, в Янских от минус 2 до плюс 7 и на северо-западе от минус 8 до плюс 1. В городе Якутске температура
Температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 5 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем в столице республики ожидается увеличение облачности, небольшой дождь, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем прогреется до отметки плюс 17, плюс 19 градусов. Доброе утро, коллеги. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Жителям Якутии напомнили о запрете сельхозпалов. Согласно постановлению 10 ноября 2015 года запрещено выжигать сухую траву на землях сельскохозяйственных назначений и землях запаса. За нарушение этого требования грозит штраф. Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. Кроме того, подобные действия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам. И тогда виновники понесут уголовную ответственность. В Якутии строительные организации за 3 месяца выполнили работы на 35,5 миллиардов рублей. По предварительным данным, объем работ с учетом субъектов малого предпринимательства в первом квартале этого года составил 57,4 миллиарда рублей, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 7,7%. Из них организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по договорам строительного подряда выполнена работа на 35,3 миллиарда рублей, что выше прошлогодних показателей на 16,4%. Строительство нового многофункционального спортивного комплекса в районе Сайсара выходит на финишную прямую. Внутренние работы завершены на 92%. Общая площадь центра более 17 тысяч квадратных метров. В нем расположатся залы для спортивной гимнастики, занятий боксом и тренажерный зал. Сейчас уже начинаются работы по благоустройству прилегающей территории. В ближайшее время будет запланировано асфальтирование, буквально 10 числа будет начинать. Здесь также проведены мероприятия по окончательному согласованию по требованиям антитеррористической безопасности и требованиям международных игр, международных спортивных мероприятий. И, соответственно, в рамках сроков контрактов, это у нас 31 мая текущего года, данные работы полностью будут завершены. В Вилюйске активно реализуется программа переселения граждан из ветхого аварийного жилого фонда. Также своевременно проводится и работа по сносу расселенных зданий. На днях начался комплекс работ по сносу целого квартала аварийных домов, которые расселили еще в прошлом году. Работы должны завершиться до начала июня. По итогам проведенного аукциона на сегодня у нас заключен 2 муниципальных контракта на снос ветхих аварийных домов на общую сумму 4,5 миллиона рублей. На сегодня у нас приступил Сахаспецстрой, уже снес 2 многоквартирных дома, и еще у нас остался 2 неснесенных дома. По условиям контракта у нас завершение этого мероприятия должно завершиться до 1 июня. Всего 1250 квадратных метров асфальта уложили в рамках ямочного ремонта в столице. Он в Якутске затронет 20 тысяч квадратных метров дорог. Работы намерены завершить до 20 июня этого года. На сегодня бригады уже начали срезку асфальтового покрытия на некоторых улицах столицы согласно план-графику. Помимо ямочного ремонта предусмотрены также и работы по восстановлению изношенных слоев асфальта. В Исылдане водрузили Знамя Победы в важном событии. Массово приняли участие общественность, учащиеся школы и ветераны боевых действий. Тем самым они почтили память участников Великой Отечественной войны. Напомню, с района во имя защиты Родины отправились 2147 мужчин. Сегодня вот эти подвиги мы должны дальше привить нашему молодежи и воспитать к патриотизму. Вот поэтому вот такие мероприятия, они именно нацелены на охват молодежи и всего нашего населения.
Спасибо нашим коллегам. Ну а мы продолжаем. Детеныш краснокнижной панды Катюша решилась на непродолжительный выход в свет, чтобы разведать обстановку в новом для нее уличном вольере московского зоопарка. На кадрах, опубликованных в среду, малышка робко топчется на пороге непривычно просторной площадки под радостные возгласы посетителей, но вскоре возвращается обратно, чтобы в компании мамы Дин-Дин подремать на брусьях. А вот отец семейства, панда Жуи, предпочел сну бамбуковый стебель. В понедельник на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что с наступлением тепла Катюше открыли доступ в уличный вольер зоопарка, который адаптировали под нужды маленькой панды. Сделали горку из бревен, понизили уровень воды в бассейне и настроили систему, которая будет поддерживать требуемую температуру и влажность. Но таких массивных животных тяжело, конечно, держать в заперти. Места им нужно много, и в зоопарках стараются делать все возможное, чтобы обеспечить комфортное проживание своих подопечных. У многих из нас есть свои питомцы, которых в заперти держать тоже нельзя, и каждодневные прогулки им просто необходимы. Но есть нюанс. Комфорт вашего питомца может стать причиной дискомфорта окружающих. Каких правил выгула стоит придерживаться, чтобы и питомцу было хорошо, и окружающим было комфортно? Узнаем далее. С собаками, как правило, необходимо гулять не меньше 2 раз в день, но не всем известно, каковы именно правила прогулки с собакой в городе. А ведь в марте этого года в силу вступили новые изменения в правилах обращения с животными. 14 марта 2024 года правила содержания домашних животных территории Республики Саха-Якутия внесены изменения, а именно статья 5.4 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия. Первое – это выгул собак. Запрещается выгуливать собаки, кроме специальных площадок для выгула собак. И второе – это хозяин должен убрать за жизнедеятельность своей собаки. Если не соблюдать новые правила, можно получить штраф или большие проблемы. Насколько же хорошо якутяне осведомлены об этом? Соблюдают ли новые правила и убирают ли за своим питомцем? Мы узнавали у прохожих. Вообще, конечно, во всем цивилизованном мире, если мы собаку завели, мы за нее отвечаем. То есть, если она где-то что-то, значит, носоводчик убрали и, значит, за собой сразу. У нас почему-то в Якутске такое не практикуется. А то, что собачники у нас убирают за своими собаками, я не видел ни разу. Они никогда за своими собаками не убирают и как-то к этому вопросу относятся очень безответственно. Я вообще ни разу не видела, чтобы убирали, выгуливают и все, и пошли, до свидания. Конечно, я отношусь к этому негативно. Почему наши там дети должны ходить по... Сами понимаете, почему? Не, это плохо. Но в каждой истории есть и положительные герои. Мы поговорили с ответственными хозяевами, которые со всей серьезностью относятся к прогулкам со своими маленькими друзьями. Четвероногий друг Петра Слепцова, которого хозяин ласково называет Сардель Петрович, в полной мере осознает всю серьезность ситуации. Несмотря на свой маленький размер и безобидную породу, Сардель послушно выгуливается на поводке, в наморднике и с пониманием относится к новым правилам. Я его нашел на улице уже 9 лет тому назад. Мы гуляем с ним по городу почти каждый день. А когда гуляем, обязательно с собой носим такой пакет мусорный, чтобы собачьи экскременты жизнедеятельности, чтобы сюда убирать. Ну и чтобы не было такого казуса, чтобы человек наступил на какашки. Ну, когда гуляем, обязательно с собой берем поводок и обязательно намордник. Намордник обязательно надевается для собак, потому что собака бывает там разная, а вдруг там ребенка может укусить или там с другой собакой подцапаться, подраться. Из-за этого обязательно собака должна в наморднике гулять. Экоактивист и волонтер Антон Васильев также призывает людей убирать за своими питомцами. Ведь убирая за своими собаками, владельцы помогают защитить экосистему и сохранять чистоту в любимом городе. Мы когда гуляем, и у меня есть такая, я уже как с первого дня, когда мне подарили волкодава, у меня есть салфетки, я с собой всегда ношу салфетки. Это хорошие салфетки, обычные салфетки там, столовые. Я всегда собираю его жизнедеятельностью. Точно покакал, я собираю и выкидываю в ближайшую санитарную точку. Я соблюдаю и чистоту, и порядок. Потому что надо делать наш город чистым и добрым. Мы в ответе за тех,
кого мы приучили. Уборка за собакой может показаться не очень приятным делом, но потратив всего 1 минуту, чтобы убрать за своим питомцем, хозяин собаки действительно внесет, казалось бы, маленький, но очень важный вклад в спасение мира и сохранение чистоты в городе, ведь большие изменения начинаются с маленьких решений. Илана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Вот, к слову, мы накануне запускали опрос в нашем телеграм-канале, и 43%, это большинство, ответили, что да, также убирают за своими питомцами во время прогулки. Жаль, что из 4 вариантов ответа остальные варианты тоже такой достаточно неплохие проценты варианты набрали. Ну а продолжим эту тему мы со специалистом. На связи со студией сейчас наш корреспондент Илана Захарова. Илана, доброе утро, тебе слово. Доброе утро, Павел. Доброе утро, телезрители. Сегодня такая прекрасная солнечная погода. Я сейчас нахожусь в старом городе, где мы должны встретиться с председателем административной комиссии города Якутска Феликсом Александровичем. Вот я его вижу как раз. Давайте к нему подойдем. Здравствуйте, Феликс Александрович. Здравствуйте. Сегодня такая классная погода. Давайте немножко прогуляемся и обсудим нашу тему. Начнем с того, вообще, насколько актуальна эта проблема в нашем городе, да, с чего вообще были введены эти правила. Да, эта проблема всегда стоит остро, потому что это связано с безопасностью людей. И на самом деле это не новые правила, они были приняты еще 10 лет назад, в 2014 году. В этом году просто были внесены некоторые изменения в эти правила, касающиеся в части уборки территорий с владельцами этих животных. То есть раньше за собаками было убирать не обязательно, а сейчас это как бы карается штрафом, да? В каком размере? Да, раньше убирать за своими собаками было не обязательно. Сейчас это грозит штрафом от 1000 до 3000 рублей. За повторное нарушение до 5000 рублей штраф может быть. Угу. Понятно. Ну, об уборке собак мы уже немножко поговорили в нашем сюжете. Давайте теперь поговорим о том, где вообще нужно выгуливать собак. Да? Вот в новых правилах я читала, что собак нужно выгуливать обязательно в строго отведенных местах. Да? Это правда? И как быть жителям района ДСК, района Прометей, да, у которых нет таких специально отведенных мест, где им выгуливать собак? Должны быть площадки для выгула, специальная площадка для выгула собак, но это не говорит о том, что возле своего дома, во дворе своего дома запрещается выгуливать. Можно выгуливать, но только контролируемый выгул должен быть. Собака должна быть с поводком. А вот в местах, площадках для выгула собак, специальных площадках, можно выгуливать без поводка. Да. То есть выгуливать можно где угодно, да? А что касается детских площадок? Нет, вот именно в детских площадках, спортивных площадках выгуливать запрещено. И собака должна выгуливаться строго на поводке, но это все знают, да? А что касается намордников? Все ли собаки должны гулять с намордниками? Да, нет, многие ошибаются в том, что выгуливать собак с намордником обязательно. Нет, намордники обязательны только для потенциально опасных собак. У нас их 12 пород, это разные бульдоги, питбули, волкосабы, кавказская собака и так далее. Их у нас 12 пород и их смеси, а вот остальные породы выгуливать намордник не обязательно. Ну что ж, теперь будем знать. Давайте теперь немного поговорим об ответственности. Да? Как вообще регулируется то, что нарушение правил? Да? Вы проводите какие-то рейды, может быть? Да, уже более года или 2 лет уже на городе Якутск на постоянной основе проводятся рейды с сотрудниками округов, пригородов с участием ветеринарии. И при выявлении с ними проводится разъяснительная работа, профилактические беседы с разъяснением правил содержания собак. И, может быть, конечно, составлен протокол. А вот как быть обычным людям, да? Допустим, вот я каждый день вижу, как мой сосед прогуливается с собакой там, особо опасной породы, без намордника и не убирает за ней. Вот куда мне обращаться, куда жаловаться? Об этом нужно сообщить в свой округ по месту проживания или же ветеринарию. Желательно при этом снять на видео или фотографировать.
Вы проводите рейды, как вы сказали, да? А вот если мы сейчас увидим, допустим, женщину, ну или мужчину, неважно, которая прогуливается с собакой, вот и не убирает за ней, мы можем ее как-то его оштрафовать или провести какую-то воспитательную беседу, может быть? Ну, профилактическую беседу, конечно, провести можем мы, но составить протокол, оштрафовать этого мы, к сожалению, не можем. Подведомственность данной статьи только у ветеринарии, и сотрудник ветеринарии только может составить протокол и, соответственно, штрафовать. Хорошо. Еще был такой пункт, который я хочу уточнить, да, где было прописано то, что собак можно выгуливать только с 7 утра до 11 вечера. И вот как быть, если моя собака, допустим, захотела в туалет, да, в 3 часа ночи, и у каждого ведь человека и у животного свой режим дня, свои потребности. Вот как мне быть в этом случае? Да, кстати, эти новые изменения были внесены, эти нормы, касающиеся времени выгула собак, но там написано, не запрещено выгуливать в определенное время, а написано, как правило, выгуливать собак следует с 7 утра до 20 часов ночи. Это не значит, что в 3 часа ночи запрещено выгуливать собак. Можно выгуливать собак, но при этом нужно соблюдать режим тишины, чтобы собака не лаяла и чтобы соседи могли спать. Что ж, будем знать. Спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Было очень интересно послушать. И будем надеяться, что после того, как мы с вами поговорили и обсудили эту тему, люди начнут лучше убирать за своими собаками, и наш город будет намного чище, опрятнее, и все будет очень хорошо. Что ж, на этом у нас все. Спасибо большое за беседу. Передаю слово Павлу. Павел. Ладно, спасибо большое. Я думаю, нашим телезрителям было интересно узнать, да, как изменятся правила выгула собак, потому что вопрос достаточно важный для столицы республики, как минимум, потому что все мы по весне часто видим, да, результат без такого бесконтрольного, скажем так, выгула домашних животных. Ну а раз мы так или иначе затронули тему окружающего нас пространства и комфорта окружающих, поговорим, как ни странно, о деревьях. Они ведь украшают парки и скверы, но не только эстетикой радуют нас деревья. Все мы знаем, что они — это легкие нашей планеты. Также они могут быть и памятью, точнее, символом памяти. Такие деревья высадили в рамках акции «Сад памяти», проведенной в честь грядущего Дня Победы. Подробности далее. Участники акции «Сад памяти» из Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии и Армении посадили сотни деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. На кадрах, снятых с 1 по 27 апреля, волонтеры и жители Баку, Тирасполя, Кишинева, Ташкента, Карабалты и Еревана выкапывают ямки, укореняют в них саженцы, засыпают землей и поливают. Конечно, сегодня мы отдаем дань памяти 27 миллионам погибших воинов во время Великой Отечественной войны. Это просто действительно колоссальная цифра. Но и хотелось бы сказать, что каждое дерево в какой-то степени воскрешает память тех людей, кто ковал эту победу и подарил нам жизнь. Волонтер из Киргизии рассказала, что считает акцию «Сад памяти» очень важной. Память — это самое главное, потому что без прошлого у нас никогда не будет будущего. Это главное. Надо помнить об этом. Международная акция «Сад памяти» проходит с 2015 года и нацелена на высадку деревьев в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне. В 2023 году участники преодолели рубеж 100 миллионов саженцев. Ранее акция прошла во многих городах России и зарубежья, включая Мелитополь, Донецк, Суходольск, Махачкалу, Астрахань, Симферополь, Волгоград и другие. Надолго в памяти останутся для участников автомобильных соревнований память об этом участии, которые соревнования прошли в Якутске. Дисциплина называется автомногоборье, и подробнее о нем узнаем далее. 5 мая в Якутске состоялись соревнования по автомногоборью. Это скоростное маневрирование по трассе, которое состоит из крутых поворотов, змеек, парковочных боксов, колеи, разворотов на 180 градусов задним и передним ходом и других элементов. Задача спортсменов – пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью без штрафных очков. Для того, чтобы стать участником, не обязательно быть автоспортсменом. Более того, в соревнованиях могут участвовать даже дети от 12 до 18 лет.
Это третье в истории нашей федерации соревнования по автомногоборью. Начали 2 года назад. Направление довольно-таки очень интересное, перспективное. Во-первых, это в первую очередь связано с безопасными дорогами нашего города. Чем больше участников будет сюда к нам приезжать и показывать свое мастерство вождения, тем безопаснее будет город. И плюс в этом году у нас впервые юниорские заезды. То есть ездили дети, начиная с 12 лет. И это очень хорошо, когда дети с такого возраста уже привыкают к автомобилю. И, соответственно, когда он получает права, это уже безопасный водитель на дороге. Мне все понравилось. Мне тоже. Учусь водить только. Мы участвовали на автомобиле марки Рено. С нами был инструктор. Вот вчера первый раз сел за автомат тренироваться на данную машину. Ну, трудно. Пока только адаптируюсь. Нас руководил Денис Зырянов, гонщик «Лада Стандарт», СТК «Водоканал». Нам посоветовал друг участвовать на автомногоборе. Вот. Нас заинтересовало, и мы решили поучаствовать. Потянул, можно сказать, в этот вид спорта. Рассказал про него, сказал, типа, давайте, вы молодое поколение, учитесь тоже, пробуйте. Самим понравилось. Да, и захотелось. Нравится. Ребята более-менее как будто бы подготовленные, все хорошо выполняли задания, слушали внимательно на тренировках вчера. Сегодня показали хороший результат. Ну, я очень рад. Конечно, не очень рад своим выступлениям, но главное, для ребят сделали максимально хорошую атмосферу, какой-то опыт передали. Ну и в будущее посмотрим, там, как это дальше будет. Автомобиль, получается, из класса «Лада Стандарт». Он участвовал неоднократно в традиционных гонках «Полярная звезда», также в автокроссе традиционном, ну и, соответственно, в классическом ралли в классе 1500 «Лада Стандарт». Ну, обычный каркас регламентированный, спортивная коробка, двигатель «Стандарт». Ну, я думаю, особого преимущества здесь на этом автомобиле нет. Даже, наверное, у обычной гражданской машины преимущество больше, чем у этой. Потому что, во-первых, и блокировка свою роль играет, и более для скоростных трасс, скажем, машин. Как видите, автомногоборье уравнивает шансы для всех. Тут можно обогнать профессиональных спортсменов или проехать лучше, чем ваш инструктор, который учил вас в автошколе. Что же насчет автоледи, спросите вы? Они также участвуют наравне с мужчинами. Вот, например, мама участвует в спортивном зачете, а дочка в юниорах. Я участвовала в классе юниоров. Вообще, я вот впервые за рулем. Вообще ощущения получила очень прям кайфовые, классные, очень круто. И хотелось бы в дальнейшем попробовать еще. Тут по большей части вот играла вот волнение, немножко переживала. А так, параллельная парковка чуть-чуть была сложная. Ну и в принципе все. В целом эмоций много, заряда много. То, что участников очень много приехало. И то, что детей подключили к этому, это очень хорошо. То бишь уже опыт какой-то, чтобы у них вырабатывался. Хотелось бы, конечно, тоже побольше девушек, девочек, чтобы, как-то чуть-чуть объединиться. На самом деле, это очень классная тема. И было бы хорошо, если бы не только юноши участвовали в этой теме, но и девушки тоже. Да, чтобы женщины обязательно участвовали. Приходите, участвуйте, показывайте свои навыки. И это опыт в первую очередь. Это маленькое какое-то состязание и себя показать, на других посмотреть. Так что приходите к нам, участвуйте. Утро Якутии. Продолжаем встречать сегодняшний день на календаре 7 мая. Добрым подарком для жителей Алекминска стала презентация поэтического сборника Эдуарда Корнилова, а также переводы его стихотворений на якутский язык. Кроме традиционного формата, книга выпущена минимальным тиражом в подарочном экземпляре. Не меньшей радостью для гостей презентации стала возможность получить в свои руки экземпляр, подписанный самим автором. Подробности у наших корреспондентов. Я поселюсь за радугою снов, где у стихов не будет слова «грусть». Когда-нибудь в лаз своих отцов вернусь я, как сын, как внук.
«Я вернусь в родной Алас». Строки одного из стихотворений поэта Эдуарда Корнилова стали названием книги, увидевшей свет совсем недавно. Сегодня встреча в Капсидогоре, очередная встреча в Капсидогоре, в нашем клубе, в нашей гостиной. И у нас сейчас будет презентация поэтического сборника Эдуарда Корнилова. Необычный сборник отличный тем, что на одном развороте напечатано стихотворение на русском и на якутском языках. Переводы нескольких поэтов, точнее это 7 поэтов с разных районов республики, поэтому очень помогла в создании этой книги, имеется в виду в составлении этой книги, да, привлечь, скажем, писателей, да, других переводчиков. Наталья Владимировна Михалева-Сая, наш народный поэт. Строки у Эдуарда как песня, слово за слово, словно кружево. Они легко нанизываются на память. Кто не любил, не знает грусть, не знает горечь, боль и сладость. Моя ты северная Русь, цветешь, как прежде, всем на радость. Оказалось, они столь же красиво передают смысл и на якутском языке. Каждый поэт, который работал над моими стихами, он вложил свою частичку своего, как бы, самого себя, вложил где-то он маленечко, как бы, может, даже и лучше меня написал. С творчеством Алекминского Есенина, так называют Эдуарда, знакомы даже маленькие ребятишки. Есть еще и детские тоже стихи, и в свое время мы обращались к нему за помощью, и он нам написал гимн здоровья. Вот, что это за такое? Интересно. Но гимн здоровья – это такая, будем говорить, песня, которую мы используем, когда проводим Дни здоровья, либо проводим Олимпиаду «Волшебная страна здоровья». Каждый из гостей клуба Капсидогор в этот день унес с собой сборник стихов, подписанных автором. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Продолжим тему книг. И самое время выбрать ту, которую можно почитать в ближайшее время с детьми. На очереди очередная рекомендация от любителей чтения. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вам хочу рассказать о произведении Антона Павловича Чехова «Каштанка». Это очень добрый и трогательный рассказ про потерявшуюся собачку под кличкой Каштанка. Ее хозяином был Лука Александрович, который не очень хорошо относился к Каштанке. Однажды Каштанка потеряла своего хозяина и блуждала по улицам в попытке найти его след. Когда уже совсем стемнело, плачущая Каштанка уснула возле одного подъезда, где ее подобрал незнакомец, который оказался артистом цирка, мистер Жорж. У него дома жили дрессированный гусь Иван Иванович, кот Федор Тимофеевич и хрюшка Хаврония Ивановна, которые умели выполнять разные трюки. Со временем Каштанка с ними подружилась, и через время Каштанка превратилась в красивую собачку с лисьей мордой. И хозяин увидел в ней несомненный талант и начал ее тоже дрессировать. Однажды случилось страшное событие. На Ивана Ивановича наступила лошадь, и гусь в скором времени умер. И Каштанке пришлось вместо него выступать в цирке. Во время выступления она увидела своих старых хозяев, которые тоже ее заметили и позвали к себе. Обрадовавшись, Каштанка тут же побежала к ним, оставив сытую и спокойную жизнь циркача. Эта история показывает любовь собаки к своему хозяину и учит быть более чуткими к нашим братьям меньшим. Эта история – пример любви и преданности собаки к своему хозяину и быть более чуткими к нашим братьям меньшим. Всем советую прочитать эту чудесную книжку. А книгу вы можете найти на полках детской библиотеки ДТК «Центр чтения». Ну а если вас попросить назвать первого пришедшего на ум русского автора, уверен, на ум придет именно Александр Сергеевич Пушкин, человек, который в принципе ассоциируется со словосочетанием «русская литература». Его вклад в нее огромен, а с его произведениями знаком каждый, пусть и не со всеми. У владельцев своих персональных библиотек обязательно найдется хотя бы книга Пушкина, а некоторые свои пушкинские коллекции развивают за пределы самих книг. Моя коллега Катерина Винокурова продолжит тему.
Редкие статуэтки, наборы открыток, обертки от советского шоколада, конверты и монеты. Все это с изображением Александра Пушкина или по мотивам его произведений. Агафья Семеновна с детства любила декламировать стихи, но именно стихотворения русского поэта импонировали ей простотой языка, эмоцией и рифмой. Уже будучи мамой, наша героиня стала читать сказки Пушкина своим дочерям. С тех пор в доме появился небольшой уголок, который со временем перерос в коллекцию. Первая у меня статуэтка, которую я купила в универмаге, тогда универмаг назывался, вот этот Пушкин. И он очень мне дорог. Я когда захожу в магазин, обязательно спрашиваю или смотрю в первую очередь про Пушкина. Или спрашиваю, что есть у вас про Пушкина. И вот итого вот такие статуэтки у меня появились. Самый дорогой мне календарь, конечно, сейчас не товарный вид уже получил, потому что много читаемое. Это 200-летию Пушкина выпущен этот календарь, да. Собрание книг началось также со сказок Пушкина. Со временем, как у любого коллекционера, возникло желание приобрести редкие книги. Так, в коллекции Агафьи Федоровой появилось издание 1882 года. У коллекционера есть функция охотника – найти, приобрести и наслаждаться, и анализировать каждое приобретение. Я приобрела самую старинную книгу 1882 года, избранную Пушкина. Это собрание сочинений Пушкина. И тут тем хороша эта книга, то, что здесь есть рукопись Пушкина, сохранилась вот полностью. Вот этот. Она очень ценная и дорогая книга для меня. И самое интересное, и мне нравится книга Евгения Онегина «Перевода на якутский язык». Она очень редкая. Я еле-еле нашла, мне подарила одна поклонница, учительница русского языка, Розалия Иннокентьевна. Я очень благодарна ей. Я эту книгу искала со студенческих лет. Имеются и иностранные издания, такие как перевод сказок на японский язык и сказка о рыбаке и рыбке на монгольском. А не так давно пушкинист Агафья Семеновна стала знакомить со своей коллекцией школьников, которые с большим интересом слушают ее и изучают увиденное. Одним из любимых моих собраний, естественно, являются мини-книжки. Я это собираю тоже давно. Сначала я собирала именно мини-книжки Евгения Онегина, потому что Евгений Онегин – мое самое любимое произведение. Потом в глаза попались различные повести, стихи. Есть 80-е годы выпуска, 90-е годы выпуска. И самое последнее вот это в виде чая – это цитаты Пушкина. И вот эти самые маленькие книжки, которые читаемые, они некоторые просто так читают, некоторые через лупу читают. Особенно эти мини-книжки нравятся детишкам. Я им разрешаю все потрогать, все читать. Ну а любовь к стихотворениям Пушкина Агафья Семеновна привила своей внучке. И уже в июне, в день рождения поэта, они готовятся к конкурсу чтецов. Также в планах в юбилейный 225-летний день рождения Пушкина собраться с друзьями за столом с его любимыми блюдами. Я живу в Хатасе, и я хочу круг друзей позвать и отметить этот праздник с явством, потому что у меня есть видик и как курсовая работа, типа работа своя, что любил есть Пушкин. И готовить эту еду и угощать своих друзей. Если жизнь нам манит, не печалься, не сердись, день уныния смирись, день веселья настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Катерина Винокурова, Георгий Григорьев, Якутск. Выставка Агафьи Федоровой откроется в смарт-библиотеке в Якутске, в 203 микрорайоне, 14 мая в 12 часов. Там вы сможете увидеть все это воочию. А вот говоря про книги, существуют книги фундаментальные, к ним относятся энциклопедии или, например, словари. Последние позволяют сделать нашу речь более чистой и грамотной, но ведь сколько нужно времени, чтобы прошерстить тот же словарь Ожегова? Очень много. А что делать, что если столько времени у нас нет? Конечно же, смотреть рубрику «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Есть в русском литературном языке такие ошибочки, такие формы, от которых филологи куксятся
И уровень сердитости у них очень и очень растет. Например, такая ошибочная форма, как слово «договора». Верно говорить «договоры» и никак иначе. Откуда же взялась эта ошибочная форма? Дело в том, что со словом «договор» вообще очень много проблем. Вот как правильно говорить? Договор или договор? Договора или договоры или договоры? Очень много вопросов возникает с этим словом. Что же делать? Во-первых, можно запомнить пару слов, которые поможет запомнить ударение в слове «договор» в единственном числе. Мне такой прием очень помогает. Приговор, договор. А чтобы запомнить правильное окончание во множественном числе у слова «договор», можно запомнить такой стишок-запоминалку. Не мошенники, а воры заключают договоры. А еще можно ориентироваться на иноязычный синоним, на окончание в слове «контракт». Однако справедливости ради отметим, что в толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова, который был издан в 1959 году, есть формы «договора» и «договор». Однако эти слова имеют помету допустимыми. То есть такие слова существуют, но лучше их не употреблять. Давайте говорить правильно. Всего доброго! В ближайшие несколько минут расскажем о самых заметных событиях в республике и за ее пределами. С 1 июля этого года некоторые россияне смогут оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи без банковской комиссии. Правительство утвердило категорию людей, которые смогут воспользоваться льготой. В перечень попали члены многодетных семей старше 18, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. В первую очередь льгота ориентирована на людей, которые не могут оплачивать коммунальные платежи онлайн или не имеют возможности выбирать банки, не взимающие комиссию. Шлюз-регулятор гидротехнического узла на реке Шестаковка готов к безопасному пропуску весеннего половодья. Основная функция дамбы – аэрация озер и защитное сооружение при паводковых ситуациях. На сегодня уровень воды составляет 44 сантиметра, общая протяженность – 4 километра. Река имеет 3 русла, которые омывают все озера Якутска, в том числе озера Атласовская и Сайсарская. Отмечу, сама дамба 1938 года постройки, изначально она была деревянной. Однако в 70-х годах были проведены работы по замене на бетонную конструкцию. Ну а в 2018 году выполнены необходимые технологические работы, а также осуществлен капитальный ремонт. Во дворах домов участников Великой Отечественной войны звучат песни военных лет. Артисты, ансамбли выступают с музыкальными поздравлениями. Накануне военные песни были слышны по адресу Богдана Чижика, где проживает участник Великой Отечественной войны Мартын Григорьев. Он был зенитным артиллеристом на Восточном фронте, служил в армии 7 лет. Вернувшись на родину в 1951 году, стал работать на комбинате бытового обслуживания. С женой воспитывали 4 детей. Накануне, услышав военные песни, ветеран вспоминал свой боевой путь и искренне благодарил присутствующих. Всероссийская акция «Поем вдвоем» проводится с 2020 года. Вместе с волонтерами Победы, вместе с администрацией города, районов поздравляем наших дорогих ветеранов. Сегодня мы поздравили Мартына Герасимовича Гаврилева, человека, который принес нам эту великую победу с нашим великим праздником, с Днем 9 мая. Конечно же, присоединились все соседи, присоединяются молодые люди, присоединяются работники управы. И вместе мы, конечно же, в первую очередь получаем от нашего старшего поколения, от наших ветеранов Великой Отечественной войны слова напутствия. В преддверии Дня Победы столичная школа номер 2 провела патриотический концерт на военную тематику. Более 500 учителей и учащихся исполнили популярные песни, например, «Катюшу», «Бессмертный полк», «10-й наш батальон», «Мирные небеса».
Коллектив школы также пригласил ветеранов Трудового фронта и педагогического труда. В продолжении программы концерта участники подготовили сценки на тему боевых сражений, и в завершении традиционно гости, учителя и ученики организовали полевую кухню. А вот накануне юбилея 80-летнего мы вот решили опять-таки начать отсюда, со школы. Ну, мне кажется, вот наша площадка, во-первых, обязательно нас видят из окон домов. Поэтому люди радуются тому, что продолжаются традиции праздника. Мы детей воспитываем именно в этом духе патриотическом. Огромно, значит, чтобы дети ценили, любили, уважали то, что сделано было для нас. В Якутске 8 и 9 мая в сквере Государственного цирка республики пройдут праздничные концерты ко Дню Победы. 8 мая с 13 часов в сквере развернется полевая кухня, а также начнется концертная программа «Салют Победы» с участием артистов и оркестра цирка. 9 мая якутян приглашают на ежегодный авторский проект заслуженной артистки России и народной артистки Якутии Марфы Колесовой-Расторгуевой. В программе выступления артистов цирка, вокального ансамбля МВД Якутии, службы 02, звезд якутской эстрады и синтез-театра «Аюн». Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Что ж, и в очередной раз спасибо нашим коллегам за свежую информацию. Ну, вот было упомянуто неоднократно, да, и конкурсы патриотические, в том числе среди подрастающего поколения. Вообще, в преддверии Дня Победы тема патриотического воспитания, она вспоминается прям активно. И патриотическое воспитание подрастающего поколения – это очень важная история. Отрадно, когда дети сами проявляют к этому интерес и активную позицию. И вот сегодня как раз об этом поговорим. У нас в гостях обладательница Гран-при, лауреат многочисленных городских, республиканских и всероссийских конкурсов, обладательница номинации «Золотой голос» конкурса «Свет Отчизны», ученица 8 класса Арина Суиндюкова. Арина, здравствуй, доброе утро. Здравствуйте. Вот, ну, вообще ты исполняешь песни на военную тематику. Как давно ты этим занимаешься? Почему так вот прониклась этой темой? Песни на военную тему я исполняю уже достаточно давно. И данная тема для меня очень важна, очень близка. Исполняя песни военных лет, я не даю забывать своему поколению тяжелые времена нашего народа, через что они проходили во времена Великой Отечественной войны. А если из твоего репертуара, ну, учитывая, да, такое огромное количество номинаций, количество, сколько раз ты была лауреатом, и, мне кажется, так сказать, трек-лист, да, если говорить по-модному, у тебя огромный, но какая у тебя самая любимая вот именно патриотическая песня? Патриотическая песня, вообще у меня все началось с песни «Вперед, Россия». Прям большой куш сорвала, можно сказать, которую исполняет Олег Газманов. А самая любимая песня на военную тему – это «Дети войны». Ну вот, говоря про то, что не даешь забыть своему поколению, в том числе, да, о тех страшных годах, в том числе о подвиге народа нашего, вообще, в принципе, Великая Отечественная, она так или иначе, она коснулась каждую семью в нашей стране. Есть ли какая-то вот история, может быть, в твоей семье? В моей семье историю предков во времена Великой Отечественной войны, честно сказать, нет, я не помню. Но у меня есть брат, он участник СВО. На данный момент он находится дома на лечении после тяжелой контузии. А так, это наш герой. Ну, на самом деле, да, сегодня ребята, которые отстаивают честь нашей страны на том рубеже, скажем так, это, конечно, герои современности, да, можно сказать, история в какой-то степени циклична. Но вот вообще, да, помимо брата, да, сегодня много ребят там, что бы ты хотела пожелать тем, кто сегодня на передовой отстаивает интересы нашей страны? Желаю поскорее вернуться домой, здоровыми, целыми, к своим родным. И дальше радовать их своим присутствием. Наверное, самое главное пожелание. Но вот вообще в твоем понимании, кто такой патриот, вот образ, наверное, патриота своей страны, героя своей страны? Это, разумеется, все мы. Это те, кто всей душой любит Россию и кто, несмотря на любые события, остается верен ей.
Ну, вернемся к твоему творческому пути, скажем так. Я так понимаю, что, учитывая, что ты исполняешь патриотические песни, песни военных лет, уже вот через 2 дня главный праздник нашей страны, День Победы. Могут ли наши зрители, может быть, где-то вживую тебя в этот день услышать? Завтра я выступаю с песней «Встанем» во дворе 13-й школы. И 8 числа на площади Орджоникидзе будет концерт «Многоликая Якутия». Там можно прийти будет, Да. услышать тебя вживую. На концерте какая песня будет? Или это пока такой пусть секрет будет и сюрприз для тех, кто придет? Секрета нет, но там я буду выступать с песней на родном языке. Здорово. Ну и завершая, да, немножко как бы дадим людям такой сюрприз, возможность для тех, кто не сможет прийти, да, у нас смотрит не только Якутск, для тех, кто не сможет прийти послушать тебя вживую, уникальная возможность, конечно, продемонстрировать свой вокал, свою песню, свое исполнение в эфире нашей программы. Ну и, конечно, хотелось бы от тебя услышать пожелания с наступающими праздниками для наших телезрителей. Всех поздравляю с наступающим праздником, с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне. Желаю мирного неба над головой и много позитивных моментов. Ну, вообще замечательные слова. И в целом, вот, конечно, смотря на тебя, разговаривая с тобой, вот, хотелось бы, чтобы твои сверстники, да, были такими же, ну а ты продолжала быть таким ориентиром, наверное, вот, на патриотическое воспитание, потому что, ну, откровенно говоря, многие годы этот вопрос был немного так как-то забыт в нашей стране. В последние годы он вновь возобновляется, это прекрасно, потому что, ну, без патриотической молодежи, мне кажется, будущего у страны нет. Поэтому спасибо тебе за твою деятельность. Ну и, конечно, хотелось бы песню от тебя какую-нибудь хорошую в преддверии праздника услышать. Песня «Матушка Земля». Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Ну, вообще здорово. И если еще на площади это услышать, мне кажется, будет. Поэтому, друзья дорогие, во время праздников, опять же, 8 числа на площади Орджоникидзе, да, концерт «Многоликая Якутия». Приходите, это уже завтра, по идее, и можно будет все это прекрасно услышать. Арина, спасибо тебе большое за эту беседу. Ну, желаю, во-первых, самое главное, учитывая, что все-таки говорим мы хоть и про патриотические, и песни военных лет мы говорим про песни, поэтому желаю тебе дальнейшего творческого развития, и, возможно, уже там через 10 лет мы будем говорить о тебе как о звезде как минимум российского масштаба, и разговаривать уже, наверное, буду не я, а кто-то другой и в другом месте, а может быть и вместе опять вновь поговорим. Спасибо тебе, с наступающим тебя праздником и удачи опять же. Спасибо. Вот, дорогие друзья, эфир наш плавно подошел к концу. Сегодня он такой был у нас насыщенный, многие темы подняли. Завтра вновь мы встретимся здесь, в этой студии. Последний рабочий день этой недели. Она такая укороченная, но впереди нас ждут праздники. Самое главное, что это, конечно, главный праздник для нашей страны. День Победы. 9 мая будем отмечать. И завтра будем говорить много о чем, что с этим праздником так или иначе связано. Поэтому каждое утро встречайтесь с утром Якутии, настраивайтесь на рабочий день, настраивайтесь просто на день, и тогда он пройдет у вас плодотворно и замечательно. До встречи!